Здравствуйте, в эфире информационный выпуск Амшикшара. Сегодня в программе пообщался с сельчанами, встретился с жителями Ткварчала. Президент Рауль Хаджимба совершил рабочую поездку в Восточную Абхазию. Обсадил за добычу нефти и продажу недвижимости иностранцам. Пресс-конференция руководителей новой общественной организации. Ветер перемен на Сухумской сцене. В Абхазгосфилармонии начался конкурс-фестиваль молодых талантов. Президент Абхазии Рауль Хаджимба совершил рабочую поездку в Восточную Абхазию, где за один день успел посетить села Арсадзых, Гуада Учимчирского района и город-герой Ткварчал, где принял участие в работе актива района. Подробности в репортаже Елены Лолуа. По пути в Ткварчал президент заехал в Арсадзыхскую среднюю школу, пообщался с учителями и активом села и узнал о проблемах, которые волнуют крестьян. В сельской одноэтажной школе, отремонтированной в 2010 году, довольно уютно, но не хватает кабинетов для занятий. В школе 52 ученика, и им приходится учиться в 2 смены. Возможно, будет рассмотрен вопрос ремонта старого здания школы. С 1 сентября детей будет возить в школу новенький микроавтобус, подаренный главой государства. Большая проблема была вот этот автобус. Потому что дети очень далеко живут они утром, каждое утро они опаздывали. И уже 5 лет мы за это автобусом ходили, но в этом году, слава богу, уже дали. В Ткварчале глава государства принял участие в заседании по подведению итогов производственно-хозяйственной деятельности за первое полугодие. Доход бюджета Ткварчальского района за 6 месяцев перевыполнен, сообщила глава района Аида Чичхаля. Но связано это не с открытием нового производства, а из-за частичного погашения задолженности фирмы «Ткварчал-Уголь». В районе по-прежнему остро стоит проблема безработицы, но изменилось санитарное состояние города, хотя долг населения перед ЖКХ составляет порядка 3 миллионов рублей. Постепенно ремонтируются сельские дороги. За счет средств дорожного фонда Республики Абхазия отремонтирована часть дороги Первая Бедия-Чхвартал протяженностью 2 километра. Дорога от Скида Первая Бедия протяженностью 9,5 километров. В настоящее время ведутся ремонтные работы по дороге Первая Бедия, Агубедия со всеми сопутствующими работами протяженностью 3,5 километра. В районе завершена инвентаризация земель. Выявлено немало неучтенных площадей. Выявлено 582 гектара ранее неучтенных земель под многолетние культуры. 218 гектаров земель находятся в аренде под многолетние культуры, 517 под однолетние. Сейчас мы заключаем договора с арендаторами общественных земель, занимающихся выращиванием ореха, фундука и цитрусовых. А их, по данным инвентаризации, 553 человека. 3 миллиона рублей – это сумма задолженности населения перед местной электросетью. А впереди зима, и нужно проводить необходимые ремонтные работы на ЛЭП. Полгода, я сказал 3 миллиона, а за 13 и 14 год только села должны 5 миллионов. И город столько же почти. В общем, если с 98-го было бы, то это было в 29 миллионов. Проблемы есть и у РОВД. На весь район в гараже из 5 машин на ходу лишь 1, а вместо положенных по штату 104 человек сотрудников всего 48. За полгода было совершено 20 преступлений, раскрыто 10. Громкое ограбление директора школы, который ввез зарплату учителям, еще не раскрыто. В своем выступлении президент Рауль Хаджимба отметил, что республика живет на собственные средства, но продолжает получать финансирование со стороны России по нескольким направлениям, в том числе по линии силовых ведомств и выплате пенсии. Все разговоры о натянутых отношениях с Россией, по его словам, не соответствуют действительности. Задержка российской финансовой помощи связана с проверкой проектно-сметных документаций, которые уже прошли экспертизу, отметил глава государства. Россия делает все для того, чтобы Абхазия состоялась. Наши встречи, и не один раз я встречался с президентом Российской Федерации, и президент Российской Федерации открыто говорил и мне, и в присутствии той делегации, которая была со мной, о готовности России помогать Абхазии, поддерживать ее суверенитет и способствовать тому, чтобы Абхазия состоялась. И все те спекуляции, которые имеют место вокруг договоров, о которых очень много говорят, но многие не знают некоторых положений этих документов, то хотелось бы заметить, и документы эти будут подписаны,
Зарплата бюджетникам в районах выдается за счет собственных средств, но вопросы доплаты отдельным категориям бюджетников и увеличения пенсий с повестки дня не снимаются. Ведется работа над соглашениями по созданию информационно-координационного центра МВД и по линии Минобороны. Вопрос информационно-координационного центра, о котором очень много говорят. Да, есть определенные моменты, которые мы озвучивали, и мы отстаиваем свои позиции. Это нормальный процесс взаимоотношений между двумя государствами. Президент осудил поездку группы граждан Абхазии в Тбилиси на футбольный матч. Расследованием этого вопроса занимается СГБ, а государство впредь будет контролировать поставки товаров из Грузии в Абхазию. Это показатель того, насколько мы за последние годы утеряли вопросы, связанные с тем, что мы, победители в этой войне, занимаемся тем, что готовы опять преклоняться перед нашим противником. После встречи с активом Ткварчальского района президент посетил село Гуада, осмотрел состояние средней школы, в которой обучаются 35 детей, и пообещал выделить средства на установку окон и внутренние отделочные работы. Елена Лолу, Алексей Агуха, Копкущан, Абхазское телевидение. Расширенный репортаж о поездке Рауля Хаджимба в восточные районы страны смотрите в нашем эфире завтра. В Схинвале состоялось официальное открытие офиса посольства Абхазии в Южной Осетии, сообщает информагентство РЭС. На церемонии открытия присутствовали президент Южной Осетии Леонид Тибилов, председатель парламента республики Анатолий Бибилов, делегация Абхазии во главе с министром иностранных дел Вячеславом Чирикба, посол Абхазии в Рио Алан Елбакиев, официальные лица республики, представители общественности. Делегацию Абхазии встретили с традиционными осетинскими пирогами и пивом, после чего состоялась церемония поднятия флага Абхазии. Как отметил в своем выступлении Вячеслав Чирикба, открытие посольства знаменует собой дальнейшее развитие братских отношений двух стран. Леонид Тибилов, в свою очередь, приветствовал гостей из Абхазии, назвав открытие посольства знаменательным событием. По словам президента, с открытием офиса посольства Абхазии в Южной Осетии будет вести более обширную работу. Судебные решения, связанные с жилищными вопросами, вернее, выполнение судебных решений в этой части, всегда сталкивается с определенными трудностями. Институт судебных приставов в нашей стране развит слабо. Об этом шла речь на недавнем совещании в администрации президента. Тогда было решено сформировать специальную группу, в которую войдут помимо судебных приставов сотрудники МВД и МЧС страны. Как на деле работают судебные приставы, смогли понаблюдать сегодня наши корреспонденты. Репортажа Сиды Малия. Тимур Варданя со своей семьей живет в этой четырехкомнатной квартире около 6 лет, несмотря на решение Сухумского городского суда, обязывающее его освободить незаконно занимаемую жилплощадь. Первое решение суда было принято еще в 2012 году. Законная владелица квартиры по улице Дбар, 12, Тали Пипия. Хозяйка по доброте своей заселила молодого человека в свою нежилую тогда квартиру. Был обговорен срок – год. Прошел год, второй, третий, а обещания остались лишь на словах. Хозяйке пришлось обратиться к юристу, а затем подать иск в суд. Решение от 8 числа, 8 месяца 2012 года, которое вступило в законную силу, не было обжаловано, которое подлежит исполнению. Решение о истребовании имущества из чужого незаконного владения. Ответчику был дан 5-дневный срок на добровольное исполнение решения суда в добровольном порядке, что не было сделано. В дальнейшем были предприняты не один раз попытки принудительного исполнения, что не увенчались успехом. К процессу исполнения судебного решения по истребованию имущества из незаконного владения были привлечены МВД и МЧС республики. Решение о совместной работе двух структур было принято президентом Раулем Хаджимба на встрече с судебными приставами страны. Это временная мера с целью улучшения работы в данном направлении. Что касается семьи Варданя, незаконно проживающей в квартире номер 6 по улице Дбар, 12, то судебные приставы вошли в положение молодой семьи, продлив срок их выселения до 10 дней. За это время члены семьи обещали найти другое жилье и переселиться, таким образом выполнив решение городского суда. Асида Маля, Роберт Ломи, Абхазское телевидение. Впервые за многие годы сотрудники Чернореченского форелевого хозяйства получили возможность развозить выращенную рыбу в города Абхазии. На первом этапе речь идет о Сухуме, куда 5 разновидностей живой форели будут доставлять уже в ближайшее время. Как расскажет Нисва Аршба.
Этот автомобиль приобретен в Нижнем Новгороде Министерством сельского хозяйства специально для форелевого хозяйства. На эти цели было потрачено более 1 миллиона рублей. Благодаря этой машине жители столицы и близлежащих районов и городов будут иметь возможность купить живую рыбу из чернореченского форелевого хозяйства. Цель – это чтобы живую рыбу реализовать на наших рынках, именно живую рыбу. Потому что есть такое форелевое хозяйство, мощное, в принципе, на сегодняшний день. И у наших граждан, жителей нет возможности купить свежую рыбу. Понятно, она здесь на выходе, отсюда ее можно приобрести, но нет у всех такой возможности приезжать сюда и покупать. И было принято такое решение, мы заказали такую машину, приобрели, сегодня мы ее передаем и надеюсь, что у наших граждан будет возможность покупать свежую местную рыбу. Это очень важно, я считаю. Форелевое хозяйство было основано в 1934 году и является одним из старейших рыборазводных хозяйств СССР. Первостепенной задачей в далекие 30-е годы было производство черноморского лосося. Но со временем было принято решение разводить здесь и товарную продукцию, то есть форель. Сегодня сотрудники хозяйства ведут трудоемкую работу по выращиванию 5 разновидностей форели – радужной, янтарной и других. Хозяйство на цепочке расположено. И поэтому эта технологическая цепочка, которая она существует, для нормальной работы необходимо иметь такую машину. Сегодня потребность к этой рыбе не стоит на месте, а все лучше и лучше. И когда люди приезжают, скажем, из столицы нашей, из Сухума, за 2 килограмма, 3 килограмма, конечно, это неудобно. Мы будем стараться по возможности на этой машине поставлять и сделать, я думаю, приятное для нашего населения. Когда-то на известное во всем Советском Союзе форелевое хозяйство равнялись, изучали и перенимали опыт. Но затем рыбоводческое предприятие знало и времена подъема, и времена упадка. Форелевое хозяйство выполняло сразу несколько функций. Здесь проводились научные исследования, и оно являлось одним из популярных экскурсионных объектов. Я могу сказать, если были в прошлые годы, вообще-то мне не очень хочется вспоминать это, но не вспоминать тоже нельзя, потому что без прошлого нет и настоящее, и будущее. Я абсолютно убежден и уверен, что хозяйство будет жить. А были моменты, когда было шатание, быть или не быть, но мы прошли. Есть сегодня тоже проблемы, потому что это специфическое хозяйство. Вода в реке Мчишта чистейшая, ледяная. В специальных бассейнах можно увидеть все стадии разведения форели, от мальков до взрослой особи. Общая площадь хозяйства 80 гектаров, но пока функционирует лишь несколько участков. Но несмотря на это, хозяйство работает как и прежде, и на сегодняшний день является лучшим в Абхазии. Кроме того, из всех объектов Министерства сельского хозяйства приносит государству наибольшую прибыль. Главное, что хозяйство сохранено, оно работает, порядка 50 тонн в год товарной рыбы они производят, и достаточной популярностью пользуется эта рыба. Сюда приезжают наши все рестораны, пацхи, они всю рыбу закупают здесь. В ближайших планах разведение нескольких новых видов рыб. Белого толстолобика, осетра, белого амура и карпа, которые также будут в живом виде доставляться на центральный рынок Сухума. Нисфа Аршба, Беслан Джинджоля, Абхазское телевидение. На несколько часов была обесточена сегодня часть Гагарского района. Как прокомментировал в интервью нашему корреспонденту руководитель Черноморэнерго Аслан Басария, произошла серьезная авария на воздушной кабельной линии в центральной части города. Авария произошла на отдельном фидере. Это воздушно-кабельная линия, которая питает центральную часть города. Как мы знаем и неоднократно заявляли, в том числе и встречаясь с жителями, и в том числе и глава района в курсе об этой ситуации, там происходят перегрузки.
Перегрузки происходят как на самой большой подстанции Гагра-1 110 киловольт, так и, собственно говоря, на тех линиях, которые отходят от этой подстанции. В нашей программе сегодня смотрите интервью с генеральным директором Черноморэнерго Асланом Басарием, в котором речь пойдет о состоянии всей энергосистемы страны. Проект закона о местных органах самоуправления рассматривается в настоящее время парламентом республики. Обсудить этот проект и другие предложения по работе местных органов власти собрались сегодня депутаты городских и районных собраний. Репортаж Налы Мукба. Уже второй раз в таком составе собирается Совет органов местного самоуправления. В него входят депутаты, представители собраний, городов и районов страны. Цель таких встреч – обмен мнениями по важным вопросам и разработка замечаний относительно различных законов и законопроектов. За каждым из депутатов стоит там по 200, по 300, по 500 человек. И наша обязанность – это донести их голос до любой ветви власти, и законодательной, и исполнительной, и судебной. Собственно, чем мы пытаемся заняться. Основные приоритеты на сегодняшний день – это, конечно же, участие в реформах, это устранение противоречий в законах и законодательных актах республики. По мнению депутатов, часто у них недостаточно полномочий для принятия каких-либо постановлений в районе. К примеру, в вопросе выделения земель городское собрание не принимает решения. Распоряжаются землей органы местного управления, предоставляющие в пределах своей компетенции земельные участки во владение. Компетенция тоже согласен. До гектара, больше гектара, ничего страшного в этом нет. Хотя бы мы должны пользоваться тем, что есть. Немало несоответствий и в законодательстве, что часто тормозит работу местных органов самоуправления. Закон о бюджетном устройстве, принятый в 2015 году, по мнению депутата Натальи Смыр, пример такого противоречия. Когда мы можем понимать, что у меня есть эти права, в частности в городе, в районе, что я могу распоряжаться своими финансовыми, своим бюджетом. И что самое интересное, они убрали понятие, в Конституции есть понятие местный бюджет, и в законе есть понятие местный бюджет. Но закон, опять же, о бюджете и бюджетном устройстве подменил его на смету доходов и расходов. Совет обсудил и вопросы поступления финансов в районы. Депутаты с сожалением отметили, что большая часть доходов от крупных и наиболее прибыльных объектов курортной сферы не поступает в бюджет района. Замечания и предложения по этим и другим вопросам, касающимся работы местных органов власти, будут направлены в парламент страны. Кроме того, депутаты выразили желание принимать участие в обсуждении законопроектов в Народном собрании. Нала Мукба, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение. 30 июля в Абхазии зарегистрирована республиканская общественная организация «Апсадгил», ее руководитель Беслан Эшба. Организация планирует открытие 5 представительств в ряде районов Абхазии. Помимо представителей общественности, членами общественной организации «Апсадгил» являются 5 депутатов парламента республики. Республиканская общественная организация «Апсадгил» будет придерживаться центристской позиции. Об этом заявил руководитель организации Беслан Эшба сегодня на пресс-конференции. Подробности в материале Рената Шака. Инициатива создания республиканской общественной организации «Апсадгил» обусловлена целью остановить разделение в обществе, сказал в ходе пресс-конференции руководитель организации Беслан Эшба. Также Беслан Эшба представил инициативы по ряду направлений: поправки к пенсионному и инвестиционному законодательствам, разработка законопроекта об едином социальном налоге. Эшба отметил, что считает возможным принятие законов об особенностях оборота жилья, который будет регулировать его продажу гражданам Российской Федерации и других государств, признавших суверенитет Абхазии. В первую очередь, что предметом приобретения жилья это не может быть предметом приобретения гражданства, даже вида на жительство. Я думаю, понятные причины. Я думаю, что в этом мы, как говорится, не едины в таком мнении, потому что, учитывая нашу демографическую составляющую и нашу малочисленность, я думаю, что это будет справедливо. Ограничения по второму или первичному жилью, здесь надо внимательно изучить, углубиться в этот вопрос, посмотреть. Но многие высказывают, что не стоит, может, вторичное жилье, или, может, в первую очередь вторичное жилье, чтобы продавалось. Я думаю, это предмет глубокого анализа. На вопрос о добыче нефти в Абхазии Беслан Эшба отметил, что его позиция в этом вопросе осталась неизменной. Если любое производство или любая добыча каких-либо полезных ископаемых будет нести с собой экологические риски,
никакая добыча нам не интересна. Ни я, ни мои друзья, ни мои соратники, если хотите, ни общественная организация никогда не будет поддерживать такой проект. Что касается добычи нефти, мы очень надеемся, вот так скажем, да, как люди, как граждане Абхазии, что если есть технологии, чтобы купировали вопрос опасности экологической в этом вопросе, да, сняли его как таковой, то такое применение здесь возможно. В принципе, я не возражаю, а поддерживаю вопрос добычи нефти в том плане, если это не угрожает нашей экологической безопасности. Республиканская общественная организация «Апсадгил» была зарегистрирована в Минюсте 30 июля. Руководит организацией и исполнительным комитетом Беслан Эшба. Организация планирует открытие 5 представительств в ряде районов Абхазии. Рената Шакая, Саитайба, Абхазское телевидение. На российско-абхазской границе отмечен новый рекорд. Через пункт пропуска ПСО 15 августа прошло около 54 тысяч человек и 8 тысяч автомобилей. Это стало абсолютным рекордом не только для 2015 года, но и для прошлых лет, сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России. Пропускная способность международного автомобильного пункта пропуска «Адлер» при этом составляет до 28 тысяч человек и до 1500 машин в сутки. В сообщении уточняется, что пик нагрузки на пропускной пункт традиционно приходится на выходные. Самыми спокойными для передвижения через границу считается ночное время с 22 часов до 6 часов утра. Ежегодный летний вернисаж Адгура Пилия состоялся накануне в столице. В этом году он прошел в рамках арт-проекта «Ада Сайнай», в котором приняли участие помимо Адгура 2 фотохудожницы – Саида Агарба и Наира Пилия. Проект был представлен на Театральной площади в Сухуме. Репортаж Ренаты Шакая. Год. Именно столько времени понадобилось художнику, чтобы вновь порадовать своих поклонников. Как отметил сам автор Адгур Пилия, нужно много работать, а муза придет сама. А вдохновляет его родное село Лыхны. Представленные работы выполнены маслом на бумаге. Это его 3-я выставка на набережной столицы. В этом году автор представил 15 картин. Мы хотели показать красоту Абхазии. Здесь у девчонок есть в основном пейзажи города Сухума. И несколько есть пейзажи сельские. Если для художника Адгура Пилия это 3-я выставка, то для фотохудожников Саиды Агарбы и Наиры Пилии она 1-я. По их собственному признанию, все началось с Инстаграм. Тематикой фотографий стал родной Сухум. Идея возникла из зрительских пожеланий. Наши друзья в Инстаграм, куда мы выставляли свои фотографии, и в Фейсбук. Им очень нравились фото, что мы делаем, и очень много было пожеланий последние 2-3 года, чтобы мы сделали такую выставку. Но мы, честно говоря, ее в планах не было. А она появилась, эта идея у нас месяца 3 назад. Мы каждый год мы устраиваем Адгуру выставку здесь на берегу. И вот мы решили такой арт-проект сделать «Ада Сайнай» и совместить наше творчество. По-моему, получилось великолепно. Ну, тут куда ни посмотришь, везде картинка сумасшедшая, краски, как будто художник поработал. Уже готова есть картинка, тебе просто надо взять, нажать на кнопочку и все. И фотография готова. Каждый год изюминкой выставки становится посетительница Виктория Какаля. Если в предыдущие годы она появлялась в образах Фриды Кало и греческой скульптуры, то на этот раз эпатажный выход в образе волшебницы Малефисенты привлек внимание и взрослых, и детей. Поклонница творчества художника Адгура Пилия Виктория является неординарной личностью. Каждое ее появление на публике сопровождается восхищенными взглядами, к которым девушка привыкла. Вы знаете, 3-й год подряд я присутствую на вернисаже работ Адгура Пилия. И, вы знаете, хочу поблагодарить его сестру Наиру за то, что она меня вдохновляет ежегодно быть в каком-то образе. Образ Малефисенты, он меня вдохновил еще в прошлом году, еще год назад. Если меня пригласят на следующий год, я думаю, что я чем-то еще смогу удивить. Зрителям, судя по отзывам, понравилась совместная выставка художников. На выставке у Адгура я уже 4-й год присутствую. Это уже такое традиционное такое мероприятие. И я в восторге от его творчества. Мне кажется, тут даже обсуждать нечего. То есть это талант и необсуждаемый.
А то, что девочки приняли в этом году участие, наверное, они шли к этому достаточно давно, потому что они увлекались фотографией. То, что они решили себя попробовать, я всегда приветствую все эксперименты, и возможно, что в дальнейшем они станут какими-то великими фотографами, которых мы будем наблюдать в различных галереях, выставочных залах. Я считаю, что это правильный шаг, и нужно к этому стремиться, надо что-то расширять свои горизонты и делать что-то новое. Художник Адгур Пиля подарил одну из своих работ благотворительному фонду Ашана. Картина будет выставлена на аукционе на платформе ГУМа в день показа коллекции Русико «Принцесса странствий», а вырученные средства перечислят на лечение тяжелобольных детей. Рената Шака, Георгий Кутарба, Абхазское телевидение. В Абхазской государственной филармонии начался международный конкурс-фестиваль детского и молодежного творчества «Ветер перемен». Он проводится при поддержке Госкомитета Республики по молодежной политике, Комитета культуры Курской области и Управления культуры Белгорода. На открытии фестиваля присутствовал вице-президент Виталий Габня. Подробности в репортаже Эсмы Брум. Международный конкурс-фестиваль «Ветер перемен» проводится с целью выявления талантливых детей и молодежи, раскрытия их творческого потенциала, а также возрождения самобытного народного творчества. Сегодня у нас открытие. Это выявление наших талантов, которые есть в Абхазии, и не только в Абхазии, но и за рубежом. В этом конкурсе 12 номинаций. Наши очень близкие друзья, которым мы очень благодарны, принимали участие в организации этого нашего конкурса. Настолько активны наши дети, мы так благодарны. Фестиваль обещает быть интересным и масштабным. В первую очередь он рассчитан на абхазских детей и юношей, которые смогут принять в нем участие и проявить свои способности. В конкурсе также принимают участие представители России, Италии, Турции, Донбасса, Приднестровья и Израиля. В рамках международного фестиваля «Ветер перемен» пройдут выставки изобразительного искусства, вокально-хореографические конкурсы, праздник красок и многое другое. Победители получат возможность обучаться на бесплатной основе в высших школах искусств России. Порядка 45 видим мы заявок, но это и коллективы творческие, и солисты-дуэты, плюс художественные номинации. Это декоративно-прикладное творчество, художественная фотография и просто художники, которые также у нас выставляются здесь на месте. Фестиваль приурочен к Дню признания независимости Абхазии и завершится 26 августа. Эсма Брум, Саид Айба, Абхазское телевидение. Министр юстиции Абхазии Марина Пиля примет участие в программе «Вопрос министру» в пятницу 21 августа. В прямом эфире министр ответит на ваши вопросы. Уважаемые телезрители, вы можете отправить свой вопрос на электронную почту вопрос.министру@gmail.com. Кроме того, каждый четверг с 6 до 7 вечера у колоннады на набережной Махаджира в Сухуме вы можете записать свой видеовопрос министру. Итак, в эту пятницу 21 августа гость в студии министр юстиции Абхазии Марина Пиля. Пишите и записывайте интересующие вас вопросы. Сейчас сообщение Нацбанка о курсах иностранных валют. Доллар США 65 рублей 72 копейки, евро 72 рубля 71 копейка. И в завершение выпуска о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, завтра в Абхазии ожидается небольшая облачность без осадков. Температура воздуха ночью 23-25, днем 32-34 градуса. Температура морской воды 28 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.